часах 16:00. Рабочий день в Ингушетии подходит к концу, но только не для руководства физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Али-Юрт. Каждый день по несколько смен здесь тренируется более 200 детей из разных населенных пунктов Ингушетии. Ну а мы как раз приехали в то время, когда здесь собирается самая большая смена. Самбо. Именно этот вид спорта наряду с ММА начал свое развитие в нашей республике совсем недавно, но несмотря на это быстро стал одним из самых популярных среди молодежи нашей республики. В Али-Юрте секция самбо одна из самых посещаемых. И неудивительно, потому что здесь тренируется более 70 детей в 2 смены. Проходить просто на тренировки — это одно, но эти ребята ставят перед собой одну цель – тренироваться для достижения самых высоких результатов. Начинал я вообще карьеру свою спортивную с дзюдо. Раньше я жил в Новосибирской области. Привел меня в этот спорт отец мой. И как бы увидев людей в белом кимоно, мне очень понравился этот спорт. Но, следовательно, каждый спортсмен узнает разные, да, спортивные, да, там какие-то разные комплексы спортивные. Вот. И получилось то, что мой брат Исраил, он меня, как сказал, позвал в спорт самбо. Я начал смотреть, приглядываться туда. И получилось то, что очень понравился вид спорта этот. Так как в дзюдо многое что поменяли, потому что это как искусство. Ну и самбо — это как мужественный спорт. И я как думаю, что каждый ребенок, кто должен, да, прийти в спорт, я бы выбрал бы самбо. Потому что это как и российский спорт, и придумали наши российские спортсмены. И думаю, было бы хорошо, если бы в республике почаще бы ходили бы, заполнялись бы залы. Ислам, если говорить про тренировочный процесс, насколько чувствуется разница тренировок в дзюдо и в самбо? Самбо больше идет на физическое, потому что ты показываешь свой характер. Даже в каждом спорте покажешь характер, но тут должна быть сила воли у человека. Если она будет у тебя, то и цель, то можешь как-нибудь выиграть. Как ты уже сказал, ты начал совсем недавно заниматься самбо. Вот какая у тебя цель, какие задачи ты перед собой ставишь? Выполнить мастера спорта — это в первую очередь, потому что каждый спортсмен, кто будет идти к своей цели, тот и как бы и добьется всего. Дальше уже будет Россия, да, там, ну и дальше карьерный рост будет повышаться. Первые тренировки по самбо здесь начались 2 года назад, но несмотря на такой маленький срок, подопечные Исраила Хамхоева успели принять участие во многих всероссийских соревнованиях и вполне успешно. 2 недели назад у меня были соревнования в Нальчике, поездка по самбо. Это был отбор на Россию. У меня результат оказался не самым лучшим, но в следующий раз постараюсь победить. У меня была первая схватка, но соперник у меня оказался дагестанцем. Со счетом 8-5, он одержал победу. Соперник оказался более опытным, у него был более высокий уровень, чем я. А вообще, как началась твоя карьера в самбо? Почему ты именно этот вид спорта выбрал? Не знаю, я раньше занимался дзюдо, и понравилось мне это, схватки, зрелищные броски, и поэтому я пришел в самбо. Я занимаюсь уже 2 года. На данное время у меня цель стать мастером спорта. Иншаллах, получится, я постараюсь. Дальше больше? Да, дальше больше, как говорится. Последний раз у Сунджила Турсу, Тикторию Аларсу, отборный СКФ, 21-го СКФ ехали Черкесский. Исхалла физ Нальчик Латурсу, СКФ самбо Латаусу, Тикторию Россия Ворсу, Россия Хамашта Дянс просто, первый раз перевод на элит, туда Хамашан. Первый раз в следующий раз буду чандал Эндли, диктор Худуцов.
следующий раз лучше. Первый раз уже волос дальше Эндели. Россия вачан первый раз уже зали хаве сагуатиш. Сагутто злат что хау первого меня здесь сханер не читая солдок. Ох, сейчас тренировка кюшишу хаяне. Я спорт харжая сайн результат делдул я ох сынуар латос играл ох спорта да сайн результат делдунгер а то лет волс дал эндел лет жаво хажгус дал эндел. Такая страсть и желание прогрессировать, по мнению тренера, могут стать решающими факторами на пути к достижению поставленных целей. В общем, именно самой тренировки же около 50 берды. Ну, цемогуш болжи, что табаж стабильно уже 40 сагу. Эгер техрт нальчикер цадяха, то первенство СКФО по самбо среди юношей 2005-2006, 3-4. В тройку вянул, они тоже на Россию поедут. Халха первенство России хантва Заур Руслан Ашганько, позиция первенства России хантва в Москве. На сегодняшней тренировке ребята отрабатывают захваты и болевые приемы, которые применяются спортсменами, находясь в партере. Если во время поединка у вас не получается в равной манере ввести встречу, лучший способ одержать верх над соперником – это перевод в партер и грамотное завершение боя. После открытия спортивной секции немаловажный итог, кто будет тренировать этих молодых ребят. Руководство ФОКа позаботилось и об этом еще до того, как был открыт комплекс, и пригласило профессиональных тренеров, которые на каждой тренировке стараются передать весь свой опыт. Один из них – Абу Дзейтов, который является профессиональным бойцом ММА и часто участвует на любительских соревнованиях по самбо, показывая на личном примере, что в спорте можно добиться больших высот. Да, около 70 бердет, стабильно, около 40 берхол. Аз сей бол, цадик шухая, зудо бяпас, кичах бол. Узи, аз шишдан дик результат, я то чадик, что физически, данный дик дой, чадик бирж дой, что. С последним, аз докая чашикер халханит, соревнования СКФО. Начинаем говорить раз в акцию подряд, да, весишь хамаешь, говорит, карта аяха, говорит, карта здорово, а так на России попасть, да, гангш подходит. Пока аз терчхан духа самбо выступать до аз цалял этим цани эш духа индик хайс любительский самбо дик дают же, а эш сей профессиональный карьер, так как травмыш хамаешь, уже пока любительский лицо, но ханцас предложение всегда файт на эти лесы. Вторая фаза тренировочного процесса начинается с отработки борьбы в стойке и попыток переводов в партер. Самбо вобрал в себя различные приемы из вольной борьбы и дзюдо, поэтому выполнение каждого технического действия несет в себе определенную зрелищность. Говорить о грандиозных планах на будущее для этих ребят еще рано. Однако тренеры ставят перед собой цели для начала воспитать мастеров спорта и чемпионов России. Благо, талант и желание развиваться у этих молодых спортсменов никому не отнять. Ну и фок хайла шишу хамамчи. Так, хазма более опыт набирать же, что да уже хазма в принципе хазма даду уже да что. Ханс дада шиншара амуж опыт набирать же что хаддахат то ханзе да эндер дик стартеги ан мохчо ошо да эндер. Цель ж бодралч да эндерле
Дагян Молдова ходок дал эндели. Цель как минимум мастер выполнитель геолож, кандидат в школу. В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Али-Юрт начал функционировать 2 года назад. Здесь для желающих проводить свободное время с пользой и поддерживать себя в хорошей форме созданы все условия. Одновременно здесь тренировки проводят спортсмены из 5-6 секций, что безусловно позволяет заниматься любимым делом не только местной молодежи, но и ребятам из соседних районов. Самбо очень хороший вид спорта, на мой взгляд. Сравнительно молодой вид спорта, который пользуется очень хорошим спросом как в Али-Юрте, так и в республике в целом. Ребята проявляют хороший интерес к этому виду спорта непосредственно. Результаты за 2 года функционирования этого комплекса довольно-таки хорошие, так как ребята уже неоднократно успевали быть участниками соревнований Северо-Кавказского федерального округа, выезжать на чемпионаты России. В принципе, на данный момент, на этом этапе они очень хорошо себя показывают. Развитие олимпийских видов спорта, которые в нашем физкультурном комплексе, они довольно-таки тоже пользуются хорошим спросом. Посещаемость очень хорошая. Наши цели, которые мы ставим перед собой, это достичь максимально лучших результатов, пропагандировать все виды спорта во всех направлениях. И также, пользуясь этим случаем, я бы хотел бы призвать родителей, чтобы они принимали более активное участие в спортивной жизни своих детей и приводили их к нам. У нас посещаемость на высоком уровне, но мы все-таки всегда не отказываем никому, принимаем детей в те секции, в которые они более расположены, и пытаемся сделать из них хороших спортсменов. Ребята, которые работают в качестве тренеров у нас, они высококвалифицированные, которые добивались хороших результатов в своей спортивной карьере. У них есть чему научить детей и есть опыт, чтобы передать им. Так что призываю всех жителей села, а также ближайших сельских поселений, мы всегда им рады, приводите своих детей. Ответственное отношение руководства ФОКа и желание спортсменов добиться больших высот убеждают в том, что ингушский флаг еще не раз будет поднят на соревнованиях всероссийского и международного масштаба.